эфире новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Работа снабженцев продолжается. Арктическая торгово-логистическая компания успешно справляется с северным завозом. Отопительный сезон в Среднеколымском Улусе идет четко по графику. Власти планомерно решают задачу по обеспечению района топливом. С заботой о себе в Усть-Алданском Улусе прошел субботник на набережной Мюрю. В связи с установлением теплых погодных условий, влияющих на прочность ледового покрытия, введены ограничения грузоподъемности на ледовых переправах. С 27 марта проезд по ледовым переправам разрешен только для транспортных средств массой не более 30 тонн. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение чрезвычайных происшествий в период активного таяния льда. Соблюдение установленной грузоподъемности является обязательным для всех водителей и перевозчиков. Арктическая торгово-логистическая компания успешно справляется с одним из самых сложных вызовов – северным завозом. Жизненно важные товары первой необходимости бесперебойно доставляются в труднодоступные районы Якутии по зимникам. На данный момент объем отгруженных продуктов достиг почти 2000 тонн. Параллельно по подписанным контрактам идет поступление еще около 4500 тонн социально значимых продуктов по железной дороге. Эти партии также направят в северные районы республики. До закрытия автозимников компания активно перевозит новые партии продовольствия от производителей из других регионов, а внутренние межрайонные перевозки продлятся вплоть до конца марта, начала апреля, гарантируя жителям северной части Якутии стабильный доступ к необходимым продуктам питания. Мы находимся на нашей базе в поселке Нижний Бестях. Сейчас идут разгрузочные работы по приемке муки с вагонов, ЖД-вагонов. А на сегодняшний день плановые объемы на зимник 25-26 составляют 3671 тонна. Из них в том числе расширенный ассортимент 303 тонны. В этом году прогнозируется раннее закрытие автозимников, поэтому мы пытаемся все успеть. Сейчас наиболее большие объемы у нас будут направляться в Янскую группу улусов. Запланированы также выезды автомашин с расширенным ассортиментов в поселок Зырянка, Черский, завтра в Тикси и на следующей неделе в Среднеколымский Анабарский район. Отопительный сезон в Среднеколымском районе проходит в штатном режиме. Общий объем планируемых к завозу в наследие топливных ресурсов составляет 22 тысячи тонн угля. На сегодняшний день завезено 13 тонн. Напомню, отопительный сезон в Среднеколымском Улусе начался 25 августа прошлого года. В этот день были запущены все 13 котельных поселений, и тепло поступило во все жилые дома и социальные объекты. В рамках ремонтной программы производственный филиал провел замену тягодутьевого оборудования и отремонтировал инженерные сети общей протяженностью в 1,5 километра. Завершение отопительного сезона в Среднеколымском районе в этом году запланировано на 3 июня. Декабрь и январь были теплые аномально, поэтому тоннаж дали позже. И вот сейчас у нас тоже ранняя весна начинается. Из-за этого есть обеспокоенность. Но пока темпы нормальные перевозок, я думаю, должны успеть завести в полном объеме топлива. Ну и также в начале отопительного сезона были проблемы вот по котельной южной механизированной. Из-за того, что уголь пришел такого качества ненадлежащего, влажность была слишком высокая, и это растаивает все в механизмах и застревает. Вот помучились в начале отопительного сезона, а так в целом все остальное нормально. Глава Якутии принял решение о продлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для выпускников школ, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Выплата стабальникам была введена в Якутии в 2022 году. Всего премию за эти годы получили 87 выпускников. В прошлом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 15 человек. 4 из них стали 100-бальниками сразу по 2 экзаменам. В Чурапчинском Улусе выявили лучшего сварщика Якутии. Ежегодный республиканский конкурс профессионального мастерства «Сварщик года» проводится в честь сенатора Российской Федерации Егора Борисова среди квалифицированных мастеров сварки. В конкурсе приняли участие студенты и специалисты по сварке из различных предприятий республики. В итоге из 12 участников абсолютным победителем стал электрогазосварщик Чурапчинского филиала «Саха-Транснефтегаз» Василий Седалищев. В нынешнее время специальность сварщика очень нужна. Я бы сказал, не только сварщика, а все рабочие специальности очень нужны на сегодняшний день. Ну и мы со своей стороны должны делать так, чтобы популяризовать данное направление, чтобы ребята максимально шли в рабочей специальности. И для этого вот проводим такие мероприятия, для того, чтобы
У нас были герои, о которых мы могли бы рассказать, победители таких конкурсов. В Центральной библиотеке Горного Улуса прошла презентация 3 книг Макара Яковлева. Книга «Сборник государства и преступность» включает статьи автора, опубликованные в научных журналах, освещающие взаимосвязь государства и преступности. В книге «Эссе. Следствие. Коридоры политики» автор Макар Макарович рассказывает о борьбе за правду на уровне страны и республики в следственной деятельности и большой политике. Книга «Герой, который рядом» написана внуком Макара Макаровича и учеником 3 класса Эрсаном Лазаревым. Он пишет глазами ребенка о жизни своего дедушки, рассказывает, что он всегда является для него примером, учит многому и вызывает чувство гордости. Народу много было, очень хорошо отзывались. Вот, мне очень приятно. Мы были с супругой вместе. Она у меня помощник. Вот, техническая сторона, между нами говоря, она обеспечивает. Вот. Большое спасибо моему народу, вот, населению Бердиксяха, Горного района. Ну и большое спасибо тем, кто мне помогал издать книгу. Спасибо. В Алекминске состоялись культурологические чтения сквозь века по Ямщицкому тракту. Не все желающие смогли прибыть в город. Вот тут на помощь подоспели новые технологии. Докладчики смогли представить свои работы в режиме онлайн. Якутск, Усть-Май, Хангаласский район, села Алекминского района. У каждого своя история и свой рассказ. Звоном ямщицкого колокола открыли культурологические чтения, посвященные 5-летию ямщицкой культуры в Республике Саха-Якутия. Участников у нас 23 участника из Хангаласского, Усть-Майского, Алекминского районов и города Якутска. И тема актуальная. Нужно помнить свои корни для будущих поколений, для себя, для своей семьи. Более 20 докладов и каждый новая страничка истории. Летопись даже не района, а целой страны. Настолько раскидала фамилии ямщиков с Леной по России. Думаю, что вот эта тема, она почти бескончаема. Вот сегодня приводили в пример книгу, которую мы издали в 23 году, «История Иркутского почтового тракта». Там по Алекминскому району описана история ямщицких станций, но некоторые станции совершенно коротко описаны. И поэтому я думаю, что надо заниматься. И возможно, к окончанию 5-летия ямщицкой культуры, может быть, переиздать эту книгу и добавить уже новую информацию, которую сейчас можно будет получить. Василий Алексеевич, чей род насчитывает не одно столетие, ежегодно приезжает на родину. И не просто в район, в родную деревню, где до сих пор стоит родовой дом. Это нужное очень мероприятие, потому что действительно мы должны знать историю Якутско-Иркутского тракта, знать историю про ямщиков, какое значение они привнесли в развитие нашего, допустим, района. Именные часы, где отмечены все почтовые станции, будут отсчитывать время в селе Дабан и в районной библиотеке Алекминска. Такие ямщицкие часы, посвященные 5-летию культуры у нас в республике. От наших родов сельскохозяйственных, чтобы вы смотрели и не забывали, что идет 5-летие ямщицкой культуры. Звенеть ямщицким бубенцам, напоминая миру зарубку истории о тракте, связавшем воедино людей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мужчины Мюрюнского наслега активно участвуют в субботниках. В этот раз с первым призывом мужчины собрались, чтобы убрать снег с набережной Мюрю. Так как набережная стала всеми любимым местом для отдыха, в скором времени здесь состоится мероприятие провода зимы. Несмотря на большой объем работы, справились с поставленной задачей за час. Тем самым они помогают быстрому высыханию растаявшего снега. На таких субботниках мужчины не только занимаются полезным делом, но и отдыхают от ежедневных хлопот. В эти дни в нашем наследии активно проводятся субботники по очистке снега в детских площадках, в общественных пространствах, чтобы снег побыстрее растаял для комфортного пребывания жителей нашего наследия в этих местах. В селе Улахан-Ан Хангаласского Улуса проходит 24-й открытый республиканский турнир по боксу среди школьников «Берте-ринг». Участие принимают 14 команд из города Якутска, пригородного села Хатаса, а также Чурапчинского, Кобяйского и Хангаласского Улусов. За первыми поединками наблюдала наш корреспондент Виолетта Засимова.
111 юных спортсменов собрались, чтобы выяснить, кто из них сильнее и техничнее на ринге. В турнире участвуют мальчишки 2011-2016 годов рождения в весовых категориях от 26 до 60 килограммов. Бёртөринг – это турнир с богатой историей. Он посвящен памяти уроженца села Улаханан Ивана Трофимова, который успешно совмещал профессию врача с увлечением боксом. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. На церемонии открытия турнира с напутственным словом к юным спортсменам обратилась вдова Ивана Трофимова. Берегите себя, здоровье человека всего достигает. На турнире внимание участников и зрителей привлек юный боксер из Покровска Микаил Мазу Али. Благодаря яркой внешности многие сравнивали его с другим известным молодым спортсменом с африканскими корнями – покровчанином Арием Ивановым. Однако, в отличие от своего именитого земляка, Микаил пока только в начале своего пути. Я занимаюсь боксом с февраля 2024 года. Меня дядя замотивировал, родной брат моей мамы замотивировал меня заниматься боксом. Я хотел бы в профессиональном ринге боксировать. Также нельзя было не заметить юных близнецов из села Улаханан – Айтала и Талбана Афанасьевых. Айтал участвует в турнире Бёртөринг уже во второй раз, а Талбан всегда поддерживает брата. В прошлом году тоже был. И как там были успехи? Я проиграл. А в этом году какие планы? В этом году планы победить и занять первое место. Традиционно сильные команды представил город Якутск. Отличную технику показали воспитанники Дюсюша номер 1. Особенно зрелищным в день предварительных боев стал поединок Димы Аргунова против соперника из не менее сильной сборной Махсагалоха. Ну, было сложно, конечно. Соперник был из Махсагалоха хороший, сильный тоже. Ну вот. Ты был уверен в своей победе или до конца не знал? Расскажи, как? Ну, я до конца не был уверен, что я выиграю. Но старался. Турнир Бёртөринг продлится 3 дня. В первый день проходят предварительные бои, во второй – полуфиналы, а в третий день на ринге встретятся лучшие из лучших. Победители в своих весовых и возрастных категориях получат дипломы и медали. Кроме того, предусмотрены специальные призы от семьи Ивана Трофимова. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.